Путь в Турцию через 4 страны. На крыше флаг Кыргызстана. Но одна остановка запомнилась особенно. Беслан. Почему-то всем кажется, что это, Чечня огромная, там, и Грозный тоже большой. На самом деле население Грозного всего лишь там 320 тысяч человек, а сама Чечня там 1,5 миллиона. В принципе, как наша Чуйская область. Но при этом всем сделано все аккуратно и чисто. Да и люди там тоже такие интересные, добрые. Ну и дальше с Чечни мы выехали, поехали в сторону Грузии. И, конечно же, когда мы ехали, мы увидели на карте рядом Беслан. И мы все знаем трагедию Беслана. На самом деле очень сложная атмосфера там, очень тяжелая. Там осталась вот эта школа в том состоянии, как она была после вот этого теракта. Сделали из нее монумент, конечно же, школу саму оттуда перенесли, дети там не учатся. Вот этот спортзал, внутри спортзала вода, икон, крест стоит. И очень тяжело там находиться на самом деле. Все время, пока мы там были, минут 30-40, вот здесь вот в горле ком стоял такой. И рядом построили храм. И вот тоже тут интересная такая встреча была. Я захожу в храм, и там сидит женщина, которая продает всякую утварь церковную, там свечи и все остальное. Я у нее задал вопрос, где она была на момент того, когда происходил теракт, и она сказала то, что я была в этом спортзале вместе со своей дочерью. И она мне рассказала, что происходило в подробностях. Слава богу, ее дочь осталась жива, она до сих пор помогает восстанавливать эту церковь, делать этот монумент, делает там мозаику. Вот. Ну, в общем, такая очень тяжелая, интересная история, как вот люди это все переживали.